Недавно один абхазский так называемый археолог опубликовал видео о находке в оккупированном селе Анхуа. Он рассказал, что там, в храмовом комплексе Бжилуа, были обнаружены фрагменты архитектурных деталей с орнаментами и надписями. И самое интересное, была найдена надпись на Асом-Таврули, древней грузинской письменности. Сам так называемый археолог признает, что это грузинская надпись XI века, но дальше начинается странное. Он утверждает, что грузины к этому отношения не имели, а надписи якобы не доказательство грузинского присутствия. Давайте разберемся, так ли это на самом деле. Теперь я хочу отметить следующее. Вот в этой части, вот именно здесь, в этой части, мы обнаружили три фрагмента архитектурных деталей с орнаментом и с надписью на Асом-Таврули, то есть это заглавная церковная письменность грузинская, которая начинает распространяться на территории Абхазии, начиная с XI века. И храм, это мы уже точно знаем, датируется XI веком. Прежде всего важно понять, что такое Асом-Таврули. Это один из трех исторических форм грузинской письменности, которая использовалась для церковных надписей и манускриптов. Она никогда не применялась для записи, например, абсуйского, абхазского языка. Это не универсальный алфавит, а именно грузинская письменность. И фрагмент надписи, который нашли, выполнена не просто грузинскими буквами, а на чистом грузинском языке. Фрагмент является частью текста «Да будет Христос первым среди всех». Это типичный грузинский лапидарный текст, встречающийся на храмах по всей Грузии. Здесь нет никакой адаптации под абхазский язык, нет чужих слов. Это грузинская надпись как по исполнению, так и по содержанию. Далее так называемый археолог утверждает, что наличие надписи еще не говорит о том, что Абхазия была грузинской. Но на самом деле археология, эпиграфика и архитектура — это как раз самые надежные доказательства культурной принадлежности территории. Когда мы видим, что средневековые храмы в Абхазии построены в едином грузинском стиле, когда все надписи выполнены на грузинском языке и алфавите, когда даже орнаменты соответствуют традициям грузинской церковной архитектуры, отрицать это просто невозможно. Это то же самое, что найти кириллические надписи на русском языке в Новгороде и сказать: ну, это не доказывает, что это русская земля и новгородцы были русскими. Это абсурд. Так называемый археолог также намекает, что грузины якобы присвоили эти памятники. Но важно отметить, храмы строились именно как грузинские, при грузинских царях и епископах, и службы там шли на грузинском языке. Это зафиксировано и в письменных источниках, и в самых надписях. Даже названия некоторых мест связаны с грузинскими терминами и святыми. Также уточню, что эпиграфические памятники Абхазии написаны на грузинском, греческом, турецком и латинском языках. Количество грузинских эпиграфических памятников составляет более 100, греческих надписей около 22, и они в основном датируются до 9 века нашей эры. Из османских турецких надписей самая старая относится к 1598 году. Около 30 надписей на иконах из церквей Бедия, Пичуинта, Сабалда и Илори. А знаете, сколько абхазских надписей в Абхазии до 18 века? Ни одной. Они могли использовать грузинскую письменность, армянскую, греческую, арабскую, но нет, на родной земле они не оставили ничего, ни одного слова. По внешнему признаку известные грузинские надписи можно разделить на три группы: лапидарные – около 50, настенные – около 30 и рельефные надписи – около 20. Давайте теперь вспомним свидетельства авторов Средневековья. Уже в X веке Георгий Мерчуле пишет, что царство абхазов есть царство грузинское. И для него, и для его современников это не было спором, это было очевидным фактом. Абхазское царство было не чем-то отдельным, а частью единого грузинского политического и духовного пространства. Не менее важно, что церковный язык в Абхазии был именно грузинский. Все богослужения, надписи, епископские акты на грузинском. Если бы абхазское население того времени действительно были бы теми самыми Апсуа, которых мы сегодня знаем, то почему у них не сохранилось даже собственного церковного языка? Почему они полностью приняли грузинский и именно на нем шла служба? Это еще одно подтверждение того, что историческая Абхазия была грузинской. Максим II
II, последний абхазский католикос, был не Апсуа, а как раз таки грузином Абашидзе. Ведь Жак Франсуа Гамба, Василий Никитич Татищев, а еще раньше Джованни Джулуанни да Лука прямо пишут, что священники у абхазов мигрелы, то есть грузины. Именно грузинские священники массово охристианили Апсуа, иначе царское правительство выселило бы в Турцию весь Апсуа абхазский народ во время мухаджирства. И в сведениях Фомы Мецопского в конце XIV века и Йогана Штильтберга в 1427 году абхазы и абхазский язык указываются как «изже суть мигрелы и мигрельский». Есть и лингвистические доказательства, например, слово «грек». В абхазском языке нет собственного слова для обозначения греков. Апсуа заимствовали его из грузинского. По-грузински грек называется бердзени, от слова брдзени, то есть мудрец. Грузины называли Грецию страной мудрецов, то есть са бердзнети. Абхазы же называют греков абердзен, то есть форма грузинского слова, приспособленная к их произношению. Как вы понимаете, как всегда они букву «а» добавили в начале слова и хоп, слово стало апсуйской. Если бы у Апсуа была своя государственность и своя культура во времена Абхазского царства, разве они не имели бы собственного слова для такого важного соседского народа, как греки? Но его нет, есть только грузинское заимствование. Но здесь появляется вопрос. Абхазы утверждают, что грузины появились в Абхазии только в 19 веке, что их сюда переселили. Но как тогда абхазы 7-8 веков могли заимствовать грузинское слово, если грузины, по их версии, пришли сюда лишь спустя 11-12 веков? Таким образом, если честно и объективно смотреть на факты, мы видим простую картину. Абхазия была частью единого грузинского культурного и духовного пространства, и находки в Анхуа – это еще одно подтверждение этого. Можно, конечно, пытаться отрицать очевидное, можно придумывать версии, что грузинские буквы ничего не значат, что грузинские надписи не доказывают присутствие грузин, но история стоит на документах, надписях и памятниках, а не на фантазиях. И все эти источники говорят одно и то же. Абхазия – это Грузия.